Вот эти вот фразы, и она их произносила методично и спокойно. «Когда ты умрешь, мне станет легче. Если бы тебя не было, мне было бы лучше». И ты растешь вот с этой установкой, что я должна умереть, я должна умереть, я должна умереть, я должна умереть. Я занимаюсь благотворительностью профессионально уже больше 6 лет. В первую очередь я спасаю себя. Моя мать, она никогда не пила алкоголь, она никогда не курила. Она всегда была самой обычной женщиной. В 10 лет за руку привела нас, меня в частности, в учреждение, где она работала, трудоустраивать техничками. Потому что постоянно очень четко озвучивалось, что вот мы обязаны отрабатывать каждый кусок. Физически меня избивали страшно. То есть меня мать колотила головой об стену, она избивала меня пряжкой железной. У меня сформировался высокий болевой порог. То есть в той ситуации, где девочки плачут, я не плачу вообще. Я терплю любую физическую боль, любую. Это сейчас понятно, да, после 10 лет работы с психологом, что мама просто не выросла, мама социально незрелая. И на сегодняшний момент она все еще 13-летний подросток по уровню осознанности. Но тогда ты сама ребенок, и ты этого не понимаешь. Лет с 12 я придумывала сотни способов, как я убью свою мать. Это же ад в душе маленького ребенка. Я пытаюсь донести до людей, что с детьми родная мать может вытворять страшные вещи, которые потом на всю жизнь сделают этих детей несчастными. То количество бесконечных родственников, которые месяцами жили у нас дома, и все они с нами играли, особенно со мной. И как бы лет в 13 до меня начало доходить, что какие-то у нас такие странные игры, и этому никто не препятствует, потому что это же одноклассник твоего отца, наш друг семьи, не придумывай. Он смотрел на Луну, крепко прижимая меня к подоконнику. Руками он залез мне под одежду. Он лапал меня то за грудь, то в трусики залазил. А мне 13 лет. Я, естественно, дергалась. Я, естественно, хотела уйти. А дядя Иркан говорил: нет-нет, смотри, какая красивая луна. Давай еще постоим. Дышал он все тяжелее. Бытовое насилие, его невозможно никак маркировать. То есть человек может выглядеть абсолютно нормальным, но в семье он абсолютный деспот, и его дети страдают. Каждый боль, в том числе душевную, переносит по-своему. И то, что одному оплеуха и ничего страшного, то для другого убийство. Убийство души внутри этого ребенка.